Адгур Рафетович, сегодня была встреча с президентом, закрыта, в парламенте. Что обсуждали, какие вопросы обозначил глава государства? Это была обычная очередная встреча. Не первая за время нашей деятельности. Около года мы работаем, и за это время уже 4-я встреча с президентом. Говорил он обо всех насущных проблемах, которые сегодня существуют у нашей страны. И об учителях говорил, о зарплате, и о трудоустройстве людей. Обо всем говорили, обменялись каждый своим мнением. Каждый депутат высказал свое отношение к тем или иным вопросам. Обычная встреча. Как это должно быть? Я думаю, что она очень полезна тем, что каждый из нас высказал свое мнение по тем вопросам, которые волнуют наше общество. Поясните, пожалуйста, шла ли речь сегодня о таких вопросах, например, о госдаче в Пицунде, о законе об апартаментах, об энергетической отрасли, железной дороге и так далее? Президент сказал, что российская сторона поменяла координаты и прислала документ. И дал задание премьер-министру посмотреть соответствие этих координатов в реальности для того, чтобы потом представить парламенту. Но в парламент этот документ еще не пришел. Это вы сейчас говорите о госдаче Пицунда, я правильно вас? Да, госдача Пицунда. Что касается апартаментов, было вскользь, не углубляясь в этот вопрос, он сказал свое мнение, которое он не впервые озвучивает, что это необходимо сделать, потому что без инвесторов государство не может существовать. Нужны инвестиции в экономике Абхазии. И в этой плоскости он сказал, что вот одна из отраслей, в которую инвестор хочет прийти в Абхазию, это апартаменты. О железной дороге не говорили, говорили об энергетике, но потом он остался на комитет по экономике, заседал в расширенном составе. И президент, премьер и министры тоже остались на этот комитет, обсуждали. Там ряд вопросов было. И среди них и вопрос энергетики. Реза Зантария презентовал свое видение вообще энергетики, о его состоянии сегодняшнем и о том, что надо делать, чтобы выйти из этой ситуации. Тоже призывал к тому, что без инвесторов, без инвестиций извне мы сами не можем справиться с той ситуацией, которая сегодня сложилась в энергетике. Сегодня была информация в агентстве Ящера, что сегодня должна была быть презентация перепадной ГЭС. И цитата такая, что однако неизвестно, будет ли на этой презентации сам инвестор Владимир Апух. Был ли этот инвестор и обсуждали ли перепадную ГЭС? Нет, он говорил о перепадных, о их состоянии, но инвестора не было. Не стоял разговор о том, что вот есть конкретный инвестор, которому надо передавать. Просто он говорил о том, что есть большая необходимость в том, чтобы запустить в эту отрасль инвесторов. Иначе, что мы не справимся сами своими силами, не справимся с этой отраслью. Была ли какая-то полемика? Как депутаты восприняли, эту информацию? Лично вы, ваши отношения вообще тоже интересно услышать. Касаемо энергетики? Да. Я лично за то, чтобы этим занималось государство. Или, если это привлекать инвесторов, то 50% должно принадлежать государству. Вот мое видение. Какова вообще была атмосфера сегодня во время обсуждения? Как ваши коллеги тоже реагировали? Абсолютно доброжелательно. Это по энергетике еще, я думаю, что будет. И по всем этим темам будет еще заседание. Не раз будем мы рассматривать эти вопросы, обсуждать. По энергетике это всего лишь презентация была. Это не так, что там какое-то решение принимали. Нет. Поэтому я думаю, что до конца года еще будут комитетские слушания во всяком случае. Презентация перепадной Ингургэс. Правильно я поняла? Нет, речь шла вообще об энергетике, о его состоянии и что необходимо делать, и как это делать. Обо всем этом наглядно рассказывал Реза Зантария со снимками, со слайдами и так далее. Возвращаясь к вопросу о госдаче Пицунда, вы знаете, что в обществе звучат разные мнения, было очень много публикаций и так далее о том, чтобы этот вопрос отложить, но тем не менее этот вопрос стоит на повестке. Вы сказали, что прислали новые координаты. Какая там территория? Можете объяснить по новому проекту, который они прислали? Нет, мы его не видели. Он при нас
дал указание премьер-министру сверить новые координаты, соответствует ли этой территории, которая в советское время была или нет. Премьер-министр сказал, что ему надо 2-3 дня, чтобы это сделать, и только после этого это все придет в парламент. Пока еще в парламент этот документ не приходил. Были ли еще какие-то другие вопросы? Да, там еще был вопрос закона о закупках, стоял тоже много разговоров вокруг него, мы долго обсуждали по статье, и каждый высказывал свое мнение. Конечно, в условиях Абхазии там много вопросов, которые комитет, хотя нам говорит, что это облегчит работу. Закон, на мой взгляд, очень правильный. Конечно, оно будет создавать трудности, потому что Абхазия не признана. Допустим, бензин. Как устроить конкурс, если ты не можешь в Абхазии его закупить? Тебе же надо работать с другими странами, чтобы дешевле завести в Абхазию. Те, кто презентовал, комитет считает, что это все решаемо. Посмотрим. Речь шла о том, чтобы вынести его на сессию, а там посмотрим. Еще будем обсуждать эту тему.